Мы будем петь пред нашей молитвой 66-й псалом. Боже, будь милостив нам и благослови нас. Ава, Отче, неба и земли святый и Егова, сущий от начала. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем нашим должникам. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила Твоя, и Тебе слава отныне и во веки веков.
Слава Тебе, Отец Небесный, продолжение дня сего, субботы святой и великой. Ты даришь нам, Господи, предстоять пред величием лица Твоего Святого, слышать нас в молитвах, в песнопениях наших Тебе. Благослови сейчас, прославить имя Твое Святое, припусти нас силой Духа Твоего Святого, подкрепляй, поддерживай души наши. Господи, Творец неба и земли, все, что наполняет их, Ты не оставил нас, рабов Твоих, без ведения милости свыше. Открыл, Господи, законы Твои, повеления. Боже милосердный, открыл что угодно Тебе, дабы исполняли мы волю Твою святую на земле живых, и на Тебя надеялись, на Тебя уповали. Ты сам, Господи, веди по пути нашему, и не оставь нас, Господи, без ведения свыше. Веди по пути, Господи, жизни Твоей, Отец милосердный, который Ты даровал, Господи, на земле живых, дабы люди верили Тебя, надеялись на Тебя. Дабы люди, Господи, чтили имя Твое Святое, Отец милосердный, и нас, Господи, научай, разумляй. Даруй слышать Писание Твое Святое, Господи, да будет желание премудрости Твоей Святой в душах, сердцах наших. Да насытятся сердца наши, Господи, ведением, милостью, любовью Твоей Святой, Отец праведный. Благослови братьев, сестер наших, не оставь, Господи, уповающих на Тебя. Господи, за все приносим Тебе хвалу и благодарность. Отцу и Сыну и Праведному Святому Духу. Аминь. Будем петь 112-й псалом. Хвалите имя
Возлюбленные Господом, братья и сестры, хвала и благодарение Богу за Его милость и любовь к нам. Сегодня, в этот вечерний час нашего служения, я хотел бы прочитать несколько стихов, которыми апостол Павел наставлял своего сотрудника, или как он его называет, сына своего, Тимофея. И слова, которые, наверное, являются как пожеланием, так и требованием апостола Павла к Тимофею. Сегодня эти слова звучат к нам. Из первого послания 4 главы написаны такие слова. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». И апостол Павел призывает о том, чтобы человек был образом, тем примером для всех, с кем человек общается, с кем человек, кого он окружает. И говорит, особенно обращаясь к юношам, тот самый такой возраст, в котором он говорит, не пренебрегай сим, но наоборот, будь образом для всех. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение». И такими словами апостол Павел наставляет Тимофея и призывает ему к тому, чтобы человек нес тот свет миру, чтобы был образом и примером для окружающих. И слова, которые он говорит, что постоянно находись в чтении, вникай в себя и в учение. И вот эти слова, которые последние, вникай в себя и в учение, знаете, очень, наверное, понятные, но тяжелые к исполнению. Понятно, как можно вникать в учение, понятно, как можно изучать закон. Но как вникать в себя? И насколько я вникаю часто в себя, как это требует Писание? Ведь человеку легко видеть кого-то со стороны, человеку легко прочитать ту или иную историю, как быть, как поступать, но тяжело вникнуть в себя и посмотреть, а каков я. И эти слова, которые, наверное, не могут быть друг от друга порознь, одно от другого зависит. Когда человек вникает в учение, вникает в Слово Божие, когда знает, что можно, чего нельзя, как поступать, и когда он это сверяет своей жизнью, когда человек открывает себя сам для себя, так, каким он есть, тогда человеку, наверное, становится немножко стыдно или видит то, что не совсем соответствует внутренность человека к тому учению, которое оставлено в Библии. На протяжении всего времени Господь, обращаясь к народу израильскому, говорил те же самые слова, что смотрите на себя, посмотрите на свое сердце. И часто через пророков он говорил такие слова, и одни звучат так: «Исследуйте себя внимательно, исследуйте». И Господь обращается через пророка Софония, обращается к народу и говорит: «Исследуйте себя». Для чего? «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его». И Господь говорит о том, что исследуйте себя. Также мы с вами читаем книгу пророка Исаию, 1 главу, где Господь также указывает на грех народа. Почему именно Господь должен был указывать на грех? Потому что человек не вникал в себя, потому что люди жили и понимали, что так правильно. Но пока Бог не скажет, пока Бог не накажет, человек, наверное, не замечает то, что его жизнь уже идет совсем не туда. И Господь обличает, Господь и говорит, упрекает в тех грехах. И дальше Он говорит, что изменитесь, занимайтесь теми добрыми делами, которые здесь написано, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сирову, вступайтесь за вдову.
И тогда Господь говорит, придите, говорит, и рассудим. И здесь Господь также заставляет смотреть человека, заглядывать самого себя к себе в сердце. Очень яркие примеры для нас такой является царь Давид, который очень много говорит о том, о законах Божьих, о самом Боге как о Спасителе. И почему так Давид говорит? Потому что Давид вникал, Давид хотел знать волю Божию, Давид хотел поступать и жить так, как требовал от него Господь. Мы с вами читаем книгу Бытия и также видим того Авраама, за что благословил его Бог. За то, что человек знал законы, за то, что чтил повеления, уставы, и не только знал их, не только исследовал, но человек исполнял это дело. Человек хотел свою жизнь прожить так, как учил его сам Господь Бог. И история записана одна в книге Царств. Тот случай, когда Голиаф вышел против народа, и когда народ страшился, когда народ боялся пойти против него, или Голиаф говорит, дайте мне одного, пусть сразится со мною. И то, что произошло, для человека было непонятно. Это не было понятно и для брата Давида. Когда Давид бросил своих овец, когда он отдал их своим сторожам, и пошел туда, и брат думал, что он пришел посмотреть на это сражение. Но еще не зная того, что сам Господь посылает его, что сам Господь через Давида поразит этого филистимлянина, то брат, обращаясь к Давиду, говорит ему такие слова. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немного овец твоих тех в пустыне? И я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Вот такие слова говорит брат брату. Говорит, знаю высокомерие и знаю сердце твое. Но не знал он это сердце так, как знал сам Давид, потому что каждый человек знает сам себя больше. Не знал этот брат сердца Давида, как знал это сердце Бог. И, наверное, уже по прошествии тех событий, когда Давид смог поразить Голиафа, тогда, наверное, думаю, брат уже и извинился, наверное, и сам понял, что все-таки сердце Давида было мудрое, было доброе. И сам Давид, проживя свою жизнь, пройдя много испытаний, много войн, в своих псалмах, в своих изречениях говорит такие слова. «Господь, закон Господа совершен, укрепляет душу». И Давид все время жил и опирался на Слово Божие, на закон Божий, и подтверждает это и говорит дальше. «Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселяет сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина всеправедны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меди и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». И вот так вот Давид подтверждает слова, то, что человек, исполняющий закон, человек, знающий учение, знающий Писание, то человеку от этого радостно. Человеку от этого хорошо, и он говорит, соблюдение их – великая награда. И, конечно же, великая награда для человека, который знает Слово Божие и который исполняет Слово Божие. И те слова, которые сказал Павел, вникая в себя и в учение, также мы с вами знаем, когда Иисус Навин уже должен был заменить Моисея, когда не стало Моисея, то Бог говорит ему, пойдешь вместо него. И те слова наставления, которые мы с вами хорошо знаем, были сказаны Иисусу Навину и звучат так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». И идет повеление Иисусу Навину также изучать закон. И
сколько времени надо его изучать. Библия говорит день и ночь. И для чего? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Конечно, если человек знает закон, если человек его исполняет, то человек успешен и будет благоразумен. И сегодня эти слова звучат нам с вами, к нам с вами, слова, которые призывают к тому, чтобы человек вникал в себя, чтобы человек еще и еще раз заглядывал в свое сердце и понимал, насколько я тот христианин, которым должен быть, который требует от меня Господь. Дальше в конце этой главы продолжение этих слов написано так. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». И для человека, конечно, спасение, когда человек исполняет Слово Божие. Когда мы с вами читаем, родился Иисус Христос, и когда Его принесли в храм, то там находились тот Симеон и та Анна, пророчица, которые ожидали Спасителя, которые получали откровение. И обращая внимание на ту пророчицу Анну, написано, что она была с мужем всего лишь 7 лет. И 80 с лишним лет она была вдовою. И чем она занималась? Она служила в храме, постом и молитвою, также день и ночь. И мало для человека жизни, мало для человека дня, 2 дня в жизни для изучения Слова Божия. И Библия сегодня призывает нас быть постоянными, потому что это спасает, во-первых, тебя, во-вторых, человек, когда напитанный, когда человек знает, о чем говорить, и в общении своем с людьми написано так, что можно спасти еще и слушающих тебя. И сегодня для нашего назидания хотел прочитать также из псалмов Давидова, 118-й псалом, тот псалом, где Давид показывает, знаете, ту всю любовь к закону Божию, ту всю свою, на что он полагался всю свою жизнь, как он это открывает. Наверное, ни один человек не сможет такими словами, знаете, рассказать о законе Божьем, о воле Божией, о его милости к человеку, как Давид. Почему? Потому что жизнь его была настолько близка с Богом, настолько человек желал слышать, желал знать волю Божию. И это, конечно же, человеку вознаграждается. И сегодня также это и к нам с вами, что за то, что человек знает Слово Божие, за то, что человек хочет жить согласно Слову Божие, то также человек имеет то вознаграждение от Бога. И я для нашего назидания прочитаю из 118-го псалма, с 73 стиха по 113. Я буду читать для нашего назидания. «Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научу заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешение моим, по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в устах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивый подстерегает меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладкие гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому что ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навеки до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Аминь.
Возлюбленные Господом братья и сестры, я сегодня для нашего назидания прочитаю 12 и часть 11 главы книги Екклесиаст, нам хорошо известная, которые говорят о последних днях, которые говорят о юношестве. Екклесиаст коротко описывает, что ждет человека в конце его жизни. И эта глава заставляет каждого человека задумываться о том, что нужно делать сегодня для того, чтобы конец жизни не был страшен для человека. Через короткое время мы будем праздновать праздник жатвы и благодарить Господа за хлеб, который Он нам дал на этот год, и просить благословения на следующий год. И всегда нужно задумываться праведнику, христианину о своей жизни. Всегда ее нужно анализировать, но в те дни, которые Господь определил, а Господь сказал, что 3 раза в году празднуй мне, в эти дни Господь особенно хочет слышать нас, и сердце человека должно быть подготовлено. Соответственно, должны быть подготовлены его дела, его мысли. И сегодня хотелось бы немножко дать такой посыл для того, чтобы этот месяц использовать в размышлении, потому что будет молитва, и мы будем обращаться к Господу. И, наверное, Господь тоже готовится к этому дню и слышит нас. Я бы хотел сказать, я бы хотел прочитать из этой же книги Екклесиаста 8 главу, с 5 по 7 стих. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему». Как человеку соблюдать себя в жизни, а очень важно соблюдать себя в жизни, потому что есть разные периоды жизни, есть так называемые сезоны, когда человек должен успеть. И очень жалко и обидно, и зачастую нельзя наверстать, если ты что-то не успел. Мы сегодня на разборе читали за Исава, который так прохладно отнесся к своему первородству. И апостол Павел говорит, что хоть он потом и со слезами просил Отца дать ему то благословение, уже было невозможно это наверстать. И важно для человека, чтобы было все в свое время. Так создал Господь, так устроил мир по времени. 365 дней в году, 24 часа в сутках, весна сменяет зиму и так далее. Также и жизнь человека, сколько ему Господь определил, определена по времени. И, повторюсь еще раз, сердце мудрого знает и время, и устав. Господь всему дал устав, всему дал закон, как должно быть. И как человеку определить то время, как правильно поступить? Часто в нашей жизни бывает, что проходит время, человек как-то поступил, проходит время, год то или 10 лет, и ты думаешь, как же я тогда хорошо поступил? Если бы я поступил как-то иначе, оно бы срослось совершенно не так, как есть сегодня. Ты просто анализируешь этот прошлый период, и ты замечаешь. И мы часто не понимаем, почему ты так поступил. Почему ты сделал именно этот правильный выбор, хотя ты
я же говорю, зачастую еще не осмысливал тот выбор, который делал. Это и есть то положение жизни человека, когда этим человеком управляет Господь, когда Господь в его сердце. Это есть та ситуация, когда сердце мудрого знает и время, и устав, когда Господь дает ту мудрость в наше сердце для того, чтобы мы делали правильный выбор. И из этих стихов мы можем понять, что если нет Бога в нашем сердце, мы можем поошибаться в некоторых периодах в нашей жизни, потому что человек не может своим человеческим разумом понять, как же правильно поступить сегодня, чтобы хорошо было завтра. Немного раньше написано, что всему свое время. Время войне, время миру, время разбрасывать камни, время собирать и так далее. И, знаете, сегодня хочется чтобы каждый человек спросил сам у себя в этом возрасте, в котором он сейчас находится, чего ждет от меня Господь, и что я делаю, и не теряю ли я это время сегодня, правильные я поступки сегодня делаю, правильный ли выбор я сегодня делаю, и хотя бы поэтому определить, с Господом сегодня твое сердце или нет. И встанем на наши ноги, я прочитаю с 7 стиха 11 главы книги Екклесиаст. «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя твоего во дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия. Доколе не померкли солнце, свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. И помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовый окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал Екклесиаст, все суета. Аминь. Помышляет о бедном и
Ава, Отче наш, неба и земли святый и Егова, сущий от начала. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нас согрешения наши, как и мы прощаем нашим должникам. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила Твоя, и Тебе слава отныне и вовек. Слава Тебе, Отец, Отец праведный, Отец милосердный. Иисус Христос, Творец, Господи наш. Ты не оставляешь нас, Господи, и даруешь проживать на всей земле. Благословил Ты нас сей день, сохранил вместе всем, Господи. Даровал прославлять имя Ты святое, Божье милосердное. Слава Тебе за законы и повеления, за благословения наши. Слава Тебе, Господи, за заповеди Твои святые, которые Ты открыл. За учителей и наставников наших, которыми Ты, Господи, открыл истину Твою святую нам рабам Твоим. Мы молим Тебя, не оставь нас, Господи. Подкрепляй и поддерживай силой Духа Твоего Святого и страха великих. Верой Твою святую утверждай стопы наши, Отец праведный. Мы молим Тебя, Господи, сохрани жизнь нашу. Благослови, помилуй братьев, сестер наших. Сохрани, Господи, в руке Твоей святую упование на Тебя. В это время войны, в это время беды на земле нашей Ты не оставляешь, подкрепляешь, поддерживаешь. Ты волей Твоим могуществом, Господи, под сенью крыл Твоих мы покоимся, Божье милосердие. Слава Тебе, Отец праведный. Благослови в трудах, заботах, пошли успех начинания наших. Да будут заботы, Господи, наши благоугодны перед Тобой, Отец праведный. Благослови, Господи, нас и не оставь без видения милости свыше. Даруй мудрости детям нашим. Послушание служить Тебя, Господи, желать премудрости святую Тобой. Господи, насыщаться видением Твоим святым жизни нашей, Отец праведный. Благослови сей ночи, сохрани на ложах наших, сохрани пути рабов Твоих и не оставь нас, Господи. Слава Тебе, Божий милосердный, за радость, за утешение, за милость Твою святую. Слава Тебе, Отец праведный. За все приносим Тебе хвалу и благодарность. Отцу и Сыну и праведному Святому Духу. 132 псалом. Как хорошо и как приятно. Жить, братьям, огне.
и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами вечно. Служение